Добрый день, уважаемые представители средств массовой информации. Так уж случилось, небольшой я любитель таких пресс-конференций, но нужно было, наверное, защитить честь села Ферапонтьевки, а также Приморя. О себе я не говорю, то есть я могу за себя постоять в любое время, поэтому суть вопроса заключается в следующем. Вчера господин Александр Киндигелян, начальник управления агропромышленного комплекса, объявил о том, что госпожа Недова Валентина Ивановна, примар Ферапонтьевки, отказывается подписывать акт инвентаризации земельного, не земельного, а отчета лесного хозяйства, акт инвентаризации. И в своем выступлении он сказал, что в подписание или не подписание этого акта вмешался депутат, то есть назвал мое имя и фамилию. Я уже не говорю о том, что человек перешел на какие-то личностную неприязнь. Это мы оставим за скобками. Меня совершенно не интересует его мнение, кто и как меня выбирал, раз люди выбрали. Его, к сожалению, не выбрал никто, он человек назначенный. А вот госпожу Недову выбрали, доверили ей избиратели, мне доверили избиратели. Поэтому объективности ради, я хотел бы, чтобы вы услышали и сами определили, насколько правы или не правы представители Ферапонтьевки или представитель Киндигелян агропромышленного комплекса. Суть вопроса. Значит, на протяжении последних полугода Валентина Ивановна Недова просит агропромышленный комплекс провести инвентаризацию земель. Почему она это делает? Потому что, то, из чего я разобрался, потому что в акте, в материалах инвентаризации за 2002 год одно количество земель, в отчете, который дает вот на 2017 год землеустроитель Ферапонтьевский, другое количество земель, в том числе расшифровка и по лесному хозяйству, и по сельхозугодий. То, что просит подписать господин Киндигелян, имеет совершенно другие цифры. Логичный вопрос. Где цифры настоящие? В каком из документе? Валентина Ивановна обратилась в агропромышленный комплекс за разъяснениями и необходимостью проведения инвентаризации. Ей обещают уже 3 месяца провести эту инвентаризацию. А наконец-то, 9 марта, вот есть документ, если нужно, вы потом можете его сфотографировать, за подписью Башкана все-таки есть распоряжение номер 37 о проведении, я читаю дословно, о проведении инвентаризации земель лесного фонда, находящихся в государственной собственности на балансе лесного хозяйства Камрата. Очень замечательно. Господин Киндигелян с 9 марта до 15 создавал некую комиссию. Мы так предполагаем. 15 числа, вот есть 15 числа, примар Недова получила распоряжение 15-го. А в этом распоряжении написано, что его нужно подписать до 16 числа, то есть за один день. О чем свидетельствует акт? Акт инвентаризации земель лесного фонда. Комиссия там такая-то провела инвентаризацию земель, находящихся в Ферапонтьевке, в результате чего было выяснено, что пастбищ 0,4, лесных насаждений 130 гектар. Она опять пришла 16 числа сюда за разъяснениями. Кто проводил инвентаризацию, когда выезжала на место комиссия, какие кадастровые приборы были сделаны. На что господин Киндигелян в присутствии одного из сотрудников Народного собрания оскорбил Валентину Ивановну, назвал словами, которые, я думаю, в эфир нельзя говорить, сказал, что он будет с ней разбираться отдельно и не по протоколу.
угрожал человеку физической какой-то расправой. И этому есть подтверждение. Валентина Ивановна в расстроенных чувствах зашла в один из наших кабинетов. Меня в тот же момент набрали и сказали, что тут произошла неприятная ситуация, оскорбили примара, женщину. Кто оскорбил, я спросил. Господин Киндигелян. Я его тут же набрал. И мы договорились, что на следующий день, это было, кажется, да, это было 16 число, когда нужно было подписать этот акт. И я сказал, что давайте мы на следующий день в 10:30 встретимся в кабинете у председателя. Договорились. С 10:30 до 11:30 мы прождали господина Киндигеляна, и он не явился для того, чтобы мы ему задали вопрос. Только после нескольких звонков Киндигелян пришел, и я его попросил для начала принести извинения женщине, для начала, а потом разобраться с данным вопросом. То, что я вам сейчас говорю, я разбирался сам вместе с советом, вместе с примаром. Вот то, что я вам сейчас дальше расскажу. Киндигелян сказал, что нам разговаривать не о чем, что если мы не подпишем в том виде бумагу, в котором она есть, наши проблемы продолжатся. Но я этому не придал значения, потому что, ну какие может начальник управления создать проблемы депутату? В ответ на все это, на все это, мы услышали эту пресс-конференцию в ответ на все это. Для того, чтобы разобраться принципиально, что произошло с этими земельными отношениями, мы подняли документы. В этих документах значится, что у Ферапонтьевки на 2002 год лесного хозяйства было 130 гектар, а на 2017 уже 267 гектар, из которых 216 это земли лесного фонда. Так как почему мы можем подписывать земли лесного фонда 130, если там 267, из которых лесной фонд 216? Куда делись остальные земли? И мы хотели в этом случае сделать эту инвентаризацию. Вот вся проблема, которая возникла, не более. И если мне сегодня, вот я вам эти документы покажу, вы их снимаете, и если мне здесь кто-то покажет, как можно за один день произвести инвентаризацию, то я тогда, конечно, готов, наверное, буду или согласиться, или не согласиться. Можно ли за один день провести эту инвентаризацию? Вот вся проблема, которая возникла. Поэтому я считаю, что господин Киндигелян должен, во-первых, извиниться перед женщиной за оскорбление ее, во-первых, а во-вторых, назначить комиссию и провести инвентаризацию земель. Что он сделал? Вчера, 21 числа, после проведения вот этой пресс-конференции или чего, что он там проводил, он все-таки назначил, вот есть за его подписью, он назначил. Так как можно было подписывать 16 числа, если 21 марта только он подписал указ, распоряжение о проведении этой инвентаризации. Ну, каким образом это можно было все сделать? Вот нужно, чтобы он ответил на эти вопросы. Больше нам ничего не необходимо знать. Вот как бы все, что мы могли сказать на сегодняшний день. Если у него будут по этому поводу вопросы, мы готовы включиться в эту комиссию, которую он назначил от 21 марта, и сделать эту инвентаризацию этих земель. Вот такая ситуация.